Сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгінгі менің видеомда IELTS-тың writing бөлімін түсіруді жөн көрдім. Егер қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Добрый день. Сегодня я расскажу вам о том, как я сам готовился к writing part IELTS. Это письменная часть IELTS. Вы знаете, что она состоит из двух частей. Первое эссе, на которое дается, получается, 20 минут, где вы описываете график, диаграмму или что-то подобное, таблицы, или процесс какой-то. И вторая часть, где вы расписываете, получается, эссе на какую-то определенную проблему, на нее дается 40 минут, вы находите какое-то решение проблемы, или вы приводите аргументы, чтобы подтвердить свою точку зрения, или же, получается, делаете сравнения или вещи такого рода. Ну, в принципе, подготовка, основная часть, она должна быть очень систематичной. Что я делал во время своей подготовки к writing part? Каждую неделю я писал ровно, получается, 10 эссе. Это была моя цель, и я не отходил. Можно было делать больше, но меньше я не делал. Я разделил, получается, 5 на 5, равно 10, получается. Я писал 5 эссе по первой части и 5 эссе по второй части. Примеры брал в основном из книг. Это кембриджские книги, получается, вы знаете, которые есть Sample IELTS. И по ним можно находить, их можно также в интернете находить, их можно скачивать в PDF-варианте и оттуда брать, получается, sample essays. Я писал 5 по первой части и 5 по второй части. Также вторая вещь, очень важная, которую я делал, я всегда сохранял свои записи. Для чего это я делал? Не для того, чтобы потом на экзамене где-то вспомнить и там, если мне такой же пример попадется, и я такой же эссе, я перепишу, получается, его. Нет, не для этого. Вы знаете, когда мы пишем эссе, мы используем очень много словесных оборотов, мы используем новые слова и так далее. Для того, чтобы повторить потом их, я всегда сохранял эти записи. Третья вещь, которую я делал, это смотрел успешные примеры, находил также в интернете, скачивал, получается, с книг и рассматривал все успешные примеры. Опять-таки, когда мы рассматриваем успешные примеры, целью не является скопировать потом, получается, весь эссе, полностью, получается, написать на своем экзамене, если попадется такой же пример, потому что это практически невозможно запомнить все 280 слов или 150 слов подряд. Нет, основная цель просмотра успешных примеров – это выписывание оттуда таких очень красивых, очень таких академических словесных оборотов. Мы их выписываем, записываем в тетрадь, словарь, блокнот и так далее, и потом также периодично надо их повторять, чтобы вы смогли, получается, в любой момент вынуть какой-то словесный оборот, фразу или предложение даже целое и вставить его, получается, в свой эссе, чтобы сделать ваше эссе более академичным, более красивым. Также последнее, и это самая важная вещь, это вести свой словарь. То есть, если мы будем постоянно учить какие-то новые слова с помощью, надеяться просто на память, прочитали, запомнили, на самом деле 80% информации, если вы 100 слов выучите и не записав, на завтрашний день вы примерно 80% информации забудете, и останется только 20 слов, которые вы учили. Поэтому очень эффективно записывать все слова новые, словесные обороты и так далее в свой словарь. Но еще один такой важный момент, словарь нужно вести правильно. Как его вести? Недостаточно просто записывать, например, какое-то слово, trigger, да? Которое переводится основное побуждать. Побуждать что-то делать. To trigger. Мы пишем, побуждать. Побуждать. Этого недостаточно. Почему? Потому что у слова trigger есть очень много разных использований. И очень важно каждому слову записывать, получается, сразу все использования его и записывать перевод этих использований. И тогда ваша речь станет более вариативной, и то, что вы пишете, вы будете намного быстрее писать, потому что словарный запас будет намного шире. Важный момент – это еженедельно повторять этот словарь. Когда вы выписываете все примеры к определенному слову, по 3-4 примера с переводом, вы накапливаете серьезную массу информации. И если вы не будете повторять эту информацию регулярно, опять-таки она у вас вылетит из головы. Поэтому ставьте цель в неделю один раз полностью повторить свой личный словарь. А в словаре также могут быть не только слова, там могут быть и словесные обороты,
и предложения целые, ну, такие красивые, которые лучше всего запомнить, шаблонные. Вот, можете прям их тоже выписывать, записывать вперед и учить. Вот, и тогда ваш райтинг станет более красивым. И последняя вещь. Существует такой вот список слов, который называется Academic Word List. Вот. В принципе, каждый об этом знает, он в интернете в свободном доступе есть. Можете скачать этот Academic Word List, там примерно около 500 слов, и сделайте разбор всех этих академических слов, получается. Как делается разбор? Вы пишете слово, напишите несколько примеров к его значению и напишите переводы, получается, этих значений и учите их раз в неделю, пока, получается, полностью не закончите весь Academic Word List. Вот. И вы сами заметите, как ваш словарный запас повысится, если вы проанализируете и выучите, переведете все слова из списка Academic Word List. В принципе, если все будете делать регулярно, то есть выполнять все это, результат будет гарантированным.